Аланхо – венец устного поэтического творчества якутского народа. По своему объему, величию образов, богатству фантазии и многообразию музыкального звучания якутское аланхо входит в число лучших образцов эпических произведений народов мира. Стоит в одном ряду с так широко известными эпосами, как древний шумерский эпос о Гильгамеше, греческие Илиада и Одиссея, германская песня о Нибелуне. Для каждого человека воспитательной средой, в которой он растет и становится как личность, является его родной народ. Нет человека без национальности, а для любого народа его язык – это его жизнь, его богатство, ступеньки для роста и развития. Нет ничего более сильного и вечного, чем слово, язык народа. Аланхо считается эпосом очень древнего происхождения, носителем очень древней культуры. Но и сегодня в якутском литературном языке, в наших песнях и стихах иногда даже незримо обитают его идеи, его язык и дух. Будущее имеет только народ, имеющий прошлое. Когда оживает язык аланхо, в каждом якуте просыпается поэт. Нельзя таить такую красоту, нужно щедро делиться им со всем миром. Особое место занимает аланхо Ниргунботов стремительный, выдающееся творение Платона Алексеевича Аюнского. Якуты – смуглые и смелые дети великой Лены, красавицы севера, снежных вершин верхоянских хребтов, славящихся на весь мир своими морозами, жители необъятной тайги и бескрайней тундры, поэтический народ, накопивший многовековую мудрость. Как и всякий другой народ, он вложил в свое устное творчество все лучшие чаяния и мечты, и особенно полнокровно отразившиеся в эпосе в аланхо. Якутское аланхо поражает и очаровывает каждого по-особенному якута, дышащего его воздухом, уносящегося в мир грез. Слушают аланхо с раннего вечера до утра. Иногда это длится до 3 суток с короткими перерывами для сна и еды. Слушают все с затаенным вниманием, дыханием, сильно увлекаясь и стараясь не проронить ни единого слова. Слова и песни льются бесконечным и стремительным потоком, рисуя чудесные картины, образы и ситуации. Каждый слушатель, забыв свои заботы, свои горе, унесся в волшебный, прекрасный мир чарующих грез. А сам сказитель Аланхасу, как истинный поэт, увлекся больше всех, и даже глаза его закрыты, чтобы окончательно отрешиться от грешной земли с ее почесть мелочными дрязгами и прозой. Ни один жанр и вид якутского фольклора не отличается столь могучей силой, беспредельной фантастикой и глубиной, как аланхо. Даже знаменитая якутская песня, которую Владимир Галактионович Короленко сравнил с золотой арфой, отзывающаяся на малейшее дуновение ветра, не может быть сравнима с аланхо, ибо песня – это только мелодия, тогда когда аланхо – целые симфонии. И действительно, аланхо – явление весьма своеобразное и неповторимое. Очевидна его красота, и его прелесть заключается в том, что оно изображает детство человеческого общества, которое нянчили одновременно юг и север, Ильбис и Яхси, Аины и Абагу. Очевидна его сила и красота в древности, в некой первобытности, в детской неподдельной наивности и девственной чистоте и красоте восприятия. Как никогда первозданно сохранился народный эпос у якутов в неповторимой форме аланхо. Видимо, и это составляет его вечную прелесть, поражающую и удивляющую нас, людей нашего 21 века. В жанровом отношении аланхо трудно отнести к какому-нибудь конкретному виду литературы. Это, повторяем, нечто единственное в своем роде. В нашей центральной библиотеке оформлена прекрасная выставка, посвященная ко дню аланхо.
Дорогие наши ленчане, гости, мы приглашаем вас посетить нашу библиотеку и ознакомиться с Аланхо воочию. При желании можно взять подлинник в руки и прочитать Аланхо. Аланхо захватывает человека. Человек, взявший книгу Аланхо в руки, не может с ним расстаться. Вы в этом можете убедиться, когда придете к нам в библиотеку.